Казахстане намерены изменить процедуру проверки легальности происхождения активов. Генпрокуратура подготовила поправки в соответствующие правила. В частности, из рапорта о назначении проверки исключат сведения о включении субъекта и его аффилированных лиц в реестр с указанием номера и даты протокола заседания комиссии. Помимо этого, больше не нужно будет указывать и сведения об уведомлении лица о включении его в реестр, а также сведения о представлении или непредставлении декларации о раскрытии активов по состоянию на дату рапорта. Кроме того, конкретизированные сроки проверки. Она будет проводиться в течение не более 60 дней. Расширенный круг лиц, от которых в рамках проведения проверки допустимо запрашивать информацию. Проект правил размещен на портале «Открытый НПА» до 9 января следующего года. Токаев поручил ускорить реализацию проекта по строительству АЭС в Казахстане. Во время встречи с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым глава государства также заслушал доклады о планах развития энергетического комплекса и реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов. Глава ведомства доложил президенту о ходе отопительного сезона и работе крупных объектов теплоснабжения и энергообеспечения. Токаев поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов модернизации энергетической инфраструктуры. При реализации нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов будут использовать цифровой тенге. По данным Кабмина, такое решение необходимо для обеспечения прозрачности расходования почти 7 триллионов тенге. Такой объем средств планируют направить на снижение износов тепло-, электро- и водоснабжения, а также водоотведений до 2029 года. Проект поможет снизить аварийность и износ инженерных сетей, повысить качество и надежность коммунальных услуг в стране. В частности, для генерации электроэнергии реализуют 15 новых проектов мощностью до более 5000 мегаватт. Помимо этого увеличат и ремонтные мощности. Планируется реализовать ремонт и реконструкцию 14 действующих объектов. В основном это касается регионов, в которых изношенность сетей свыше 70%. В целом, по итогам реализации нацпроекта прогнозируется увеличение мощности на более 7 гигаватт, а обновление действующих активов приведет к снижению износа в среднем на 15%. Оборот грузопотоков между Западом и Востоком Казахстана, а также между Севером и Югом превысил $1 триллион. Об этом заявил министр транспорта Марат Харабаев. По его данным, более 90% от общего объема грузов переводится морским путем, остальное – железнодорожным транспортом. В целом, на территории страны работают 13 международных транспортных коридоров, 8 в сфере автодорог, 5 относятся к железнодорожному транспорту. Через эти направления в прошлом году было перевезено 32 миллиона тонн транзитных грузов. В плане на этот год 34 миллиона. При этом к 2030 году объем перевозок планируют увеличить до 74 миллионов тонн, что более чем в 2 раза больше текущего уровня, добавил Харабаев. Японские производители автомобилей Honda и Nissan подписали меморандум о взаимопонимании. Это открывает путь к переговорам об их слиянии, крупнейшим в истории Японии. Если сделка состоится, объединенный холдинг станет третьим по величине автопроизводителем в мире, уступая лишь Toyota и Volkswagen. Умножение ресурсов даст шанс на более успешную конкуренцию с Tesla и быстро поднявшимися китайскими соперниками, такими как BYD. Растущее превосходство КНР в отрасли электромобилей беспокоит всех традиционных автомобильных компаний. Однако для Японии ситуация особенно тревожна. Данная отрасль – движущая сила национальной экономики. Как сообщили стороны на пресс-конференции, переговоры о слиянии они намерены завершить к июню 2025 года, а годом позже вывести на биржу новую компанию. В новый концерн может войти еще один японский производитель – Mitsubishi Motors. С начала года индекс S&P 500 поднялся более чем на 24%. В завершающей неделе года Уолл-стрит обычно фиксирует сильный результат. Этот период называют ралли Санта-Клауса. Рост, как правило, отмечают уже с 1969 года, пишет агентство Рейтер. Однако в этом году все может стать иначе. Причин тому несколько. Недавно индекс показал самое резкое однодневное снижение с августа, потому что ФРС озвучил иной прогноз по ставкам на 2025 год, чем того ожидали аналитики. Кроме того, инвесторов на фондовом рынке беспокоит повышение доходности госбондов США, ведь это может оказать давление на оценки акций. Вдобавок, сезонный рост в этот раз произошел раньше. S&P 500 подскочил почти на 6% в ноябре, все благодаря победе Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах.
Под конец уходящего года цены на какао-бобы могут показать самый сильный прирост среди всех мировых активов, причем опередив даже биткоин и фондовый рынок США, пишет Market Watch. С начала 2024 года растительное сырье подорожало более чем вдвое, а на прошлой неделе его стоимость поднялась до максимума – почти $13 тысяч за тонну. Крупнейший мировой поставщик сырья Кот-д'Ивуар сталкивается с неблагоприятной погодой. Рекордно высокая температура усугубляет и без того сложную ситуацию с урожаем, что и приводит к удорожанию продукции. Такие условия бьют по производству, но спрос остается высоким, говорят эксперты. К слову, какао-бобы в прошлом году составили 0,5% от общего импорта в Казахстан. Это значительно больше, чем годом ранее. 11 миллионов тенге штрафа заплатят двое жителей Мангыстау за незаконный вылов краснокнижного осетра. Полицейские изъяли из незаконного оборота 88 килограммов рыбы осетровой породы и 860 граммов черной икры. Сумма ущерба составила порядка 1 миллиона тенге. Обнаружили факты браконьерства по наводке. После поступления сигнала стражи порядка сразу выехали по адресу, где 20 рыб и дорогостоящую икру обнаружили в доме второго подозреваемого. Кроме штрафа в 11 миллионов тенге, нарушителя привлекут к ограничению или лишению свободы на 3 года и общественным работам. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при координации прокуратуры и полицейскими Мангистауской области задержаны местные жители. Начато досудебное расследование по факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами. Израильские власти причастны в убийстве главы политбюро группировки «Хамас» Исмаила Хани в Тегеране в июле этого года. В этом впервые признался глава Минобороны Исраэль Кац. Он также прокомментировал продолжающиеся обстрелы Израиля со стороны йеменских хуситов. Он пообещал нанести сильный удар по террористической организации хуситов и обезглавить их руководителей. После смерти Хани летом исламистская организация «Хамас» назначила нового лидера Яхью Синвара. Израильские власти позже ликвидировали и его. Группировка все еще в процессе выбора очередного руководителя. הבסנו את החמאס, ניצחנו את החיזבאללה, העברנו את מערכות ההגנה באיראן ופגענו במערכי הייצור, מוטטנו את משטר אסד בסוריה, הכינו קשות בציר הרשע ואנחנו נכה קשות גם בארגון הטרור החותי שנשאר עומד אחרון ויורה על ישראל. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила подготовку к новым выборам в стране после встречи с представителями оппозиции. Готовится документ, который опишет все те условия, необходимые для проведения в скором времени новых выборов, написала политик в Facebook. Дату голосования могут назначить в течение недели до 29 декабря. В этот день истекают полномочия Зурабишвили на посту лидера страны и должна быть проведена инаугурация ее преемника, экс-футболиста Михаила Кавилашвили. Он был назначен главой государства не в результате прямого голосования по решению коллегии выборщиков. Также ранее премьер-министр Иракли Кабахидзе заявил, что 29 декабря Саломе Зурабишвили придется уйти со своего поста. Если она откажется сделать это добровольно, то и грозит тюремное заключение, пригрозил глава Кабмина. Пакет финансирования образования в колледжах на одного человека увеличат в 2 раза в новом учебном году. С 437 тысяч до 913 тысяч тенге. В Кабмине сообщили о внесении изменений в методику нормативного финансирования технического и профессионального образования. Представители подчеркивают, увеличение подушевого норматива финансирования также поможет сравнять зарплаты преподавателей частных и государственных колледжей. В целом на эти цели бюджетная комиссия выделила около 150 миллиардов тенге. Напомним, ранее планировалось увеличить подушевой норматив финансирования до 1 миллиона 300 тысяч тенге на студентов в некоторых колледжах Казахстана.